Здравствуйте! На телеканале «Салям» новости ишимбайского телевидения. В студии я, Лилия Адельбаева. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Говорите на родном языке свободно и правильно. Ишимбай встретил участников республиканского семинара учителей башкирского языка. Долгожданные каникулы. Для детей в оздоровительных учреждениях Ишимбайского района открылись смены, а в загородном лагере «Звездочка» состоялся первый заезд. На первую смену заехало около 200 детей. Возраст начинается от самых маленьких, это 7-8 лет, заканчивается самыми большими 16 лет. Ишимбай встретил участников итогового республиканского семинара учителей башкирского языка. Присутствовали и представители Министерства образования Башкортостана. Более 80 педагогов и методистов со всей республики собрались здесь, чтобы обсудить насущные вопросы преподавания башкирского языка в школах. В некоторых городах и районах существует такая проблема. Школьники изучают грамматику, но не могут свободно общаться на родном языке. Опытом работы учителей башкирского языка в ишимбайских школах поделился начальник управления образования Ильшат Исмагилов. Он отметил, что с учениками на родном языке проводят КВН, научно-практические конференции, конкурсы, олимпиады. Это способствует развитию у детей правильной родной речи и навыков свободного общения. По итогам прошлого года село Верхотор стало победителем всероссийского конкурса лучших проектов среди малых городов и исторических поселений. Грант будет использован на благоустройство старинных объектов XVIII века. Подрядчик определен, и работа уже началась. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. В туристическом центре «Верхотор» театр времен первой появится смотровая площадка возле моста XIX века. Старинное село гордится своей историей. Она началась с открытия медиплавильного завода в 1759 году. Интересен факт, что плащ американской статуи свободы создан из ишимбайской меди. 3 года мы боролись и наконец-то победили. Выиграли федеральный грант 65,8 миллионов. Вот, вместе с людьми, с населением мы вот этот проект вместе обсуждали на публичных слушаниях. Сформировать заявку для участия во всероссийском конкурсе помог Институт развития сел и городов Башкортостана. И теперь, когда в кармане победа, для активного привлечения туристов и удобного отдыха будет обустроен пляж у пруда, появится набережная. На территории в почти 6 гектаров появится скейт-парк, визит-центр, кофейня, туалет, новые спортивные и детские площадки, амфитеатр на природе со сценой. Выполнена вырубка кустов и проводится вертикальная планировка. То есть порядка уже на площади 2500 квадратных метров провели вертикальную планировку, отсыпку грунта. То есть сейчас идет устройство свайного фундамента из винтовых свай. В данный момент, то есть, работы проводятся непосредственно на смотровой площадке, которые расположены около моста. В рамки первого этапа входит устройство малых архитектурных форм, смотровой площадки, амфитеатра, лестницы с выходом на дамбу, организация детской смотровой площадки с установкой оборудования, также прокладка кабельных линий наружного освещения, видеонаблюдения. В селе организуют и раздельный сбор мусора. У реки планируют сделать тротуар и велосипедные дорожки. Первый этап – это треть общих работ, которые завершатся осенью. Для развития внутреннего туризма в Ишимбайском районе есть большой потенциал. Уже сейчас туристический маршрут пользуется популярностью. К нам постоянно приезжают туристы. Даже вот Ради Фаритович приезжал 2 года назад на Новый год к нам в храм с женой. И я подошла к нему, и мы поговорили с ним очень хорошо. И он пообещал нам прислать вот эти тургруппы. Весь год к нам приезжали тургруппы, мы их встречали. Администрация сельского поселения хотела бы реконструировать мост и завод. В здании завода в советское время был детдом, сельский клуб, а в 2000-х годах столовая. По земле Верхотора когда-то ходили Пугачев и Валиди, а теперь будут гулять туристы из разных регионов России и не только. Айгуль Якупова, Эльмира Шаяхметова, Ильназ Бекузин, Ишимбайское телевидение.
В Ишимбае обсудили вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений. Выступили глава районной администрации, председатель местного Курултая Башкир, представители духовенства различных диаспор. Рассмотрены следующие вопросы именно по проведению праздника Курбан-Байрам. Также были рассмотрены вопросы укрепления межнациональных, межконфессиональных отношений. Было дано поручение главам сельских поселений, городского поселения. Также была просьба к представителям духовенства. Участники совещаний подвели итог. В многокультурном Башкортостане очень важно единство различных национальностей и религий. Они также сошлись во мнении, что такие встречи необходимо проводить регулярно. Наступили долгожданные каникулы. Для детей в Ишимбайском районе начинают работу летние оздоровительные учреждения. А в загородном лагере «Звездочка» уже состоялся первый заезд. О том, где могут отдохнуть юные ишимбайцы и как получить путевку, расскажет наш корреспондент Эльмира Шаяхметова. В Ишимбайском загородном лагере «Звездочка» началась первая смена. На отдых приехали дети из разных городов и сел Башкортостана. Вожатые в летнем лагере поют с детьми, играют, проводят спортивные и творческие мероприятия. Например, задают вопросы о культуре родного края. Ответим на первый вопрос. Цветок какого растения нарисован на флаге Башкортостана? Хорошие вожатые, хорошо относятся к нам. Очень много мероприятий, все очень интересно, дискотеки по вечерам. Первая смена началась 1 июня, закончится 21 июня. На первую смену заехало около 200 детей. Возраст начинается от самых маленьких, это 7-8 лет, заканчивается самыми большими 16 лет. В «Звездочку» приезжают и спортсмены. Так, юные волейболисты из Туймазов готовятся к сборам. Распорядок дня у ребят очень плотный. Утренняя пробежка, тренировка, но им нравится. Мне нравится то, что здесь есть песочек такой, есть веранда, и здесь много территории на улице. Мне кажется, здесь можно даже жить, здесь очень классно, и приехать в лагерь – это хорошо, то, что ты познаешь жизнь без родителей. Этот лагерь, я считаю, очень классным, потому что тут есть и бассейн, и разные площадки. Тут есть столовая, где очень вкусно кормят, буфет, корпус тоже вообще крутой. Нам комнату крутую дали. Мы приехали сюда впервые. Наши коллеги из Уфы посоветовали этот лагерь. В этом году попробовали сюда приехать. Привезли сюда 2 команды. Основная команда у нас 2011-2012 год рождения. Сейчас на данный момент готовимся на турнир международный, который будет в Соль-Илецке с 26 августа. Чтобы купить путевку в любой из лагерей, нужно зарегистрироваться на едином портале rest.edu-rb.ru. Сумма денежного пособия от государства на отдых ребенка – 17 тысяч рублей. Остальное доплачивает родитель. В Ишимбае есть возможности полезного отдыха и для детей с трудными жизненными ситуациями. В этом году у нас функционирует 32 пришкольных лагеря с охватом более 1800 детей, 26 лагерей труда и отдыха с охватом более 500 детей. В этом году у нас открыто 6 профильных лагерей с охватом более 150 детей. Это дети, которые занимаются подготовкой к различным олимпиадам и конкурсам. Эльмира Шаяхметова, Владислав Сорокин, Ишимбайское телевидение. На телеканале «Салям» стартовал новый проект ишимбайского телевидения под названием «Наставники». Участники проекта мечтают открыть свое дело, но для этого им предстоит обучиться и пройти испытания под руководством опытных наставников, гуру бизнеса. Одержать победу и воплотить в жизнь свою предпринимательскую мечту сможет только один. Горячие споры, рискованные решения и яркие эмоции. Смотрите бизнес-проект «Наставники» каждую субботу в 20:30 часов. А сейчас продолжим знакомство с партнерами и наставниками проекта. Предлагаем посмотреть ролик с участием генерального директора стоматологической клиники «Витадент Плюс» в Стерлитамаке Артура Хасанова.
Я, Хасанов Артур Марселевич, генеральный директор стоматологической клиники «Витадент Плюс» города Стерлитамак. Международный концерн «Витадент» работает и помогает людям красиво улыбаться порядка 35 лет по Республике Башкортостан. Мой отец, Хасанов Марсель Мансурович, является основателем частных стоматологических клиник по городу Стерлитамак. Мы работаем порядка 25 лет. Я довольно недавно стал руководителем клиники, и мы уже добились немалых успехов. На сегодняшний день в штате клиники «Витадент Плюс» числится порядка 15 человек. Высококвалифицированный персонал. Опыт некоторых врачей в нашей клинике доходит до 30 лет. Мы стараемся не завышать цены, так как в первую очередь помогаем людям и хотим, чтобы наши услуги были доступны каждому. У нас часто проходят хорошие акции и скидки, как для школьников, так и для пенсионеров. На этом выпуск новостей завершен. С ними ознакомила вас я, Лилия Адельбаева. Напоминаю, что все наши новости также можно смотреть на Рутуб-канале, в группе ВКонтакте и на сайте ишимбайского телевидения ишимбайтв.ру. С вами прощаюсь, до новых встреч!